Леньолем до начо яс и вок яс. Jen мы свидели куча мян гожем того щетис. Вывлытем тор. Августин езис уялены. Перед минам челядь лун тыр уялисны. Август кыжет лун. Корча тачем дива и свылы. Видимо, сбылись муз бергетчис. Тылыс, войвылыс, вещис, лун вылы. Но ежедатен мы сыта поводящие смех, тед мы я на свечичный кута в нас, но таун кутам ним кодящные мы миан мича, шонет, даже жар, гожем. Ен мы снюжеде, миан ливою соезлы, бочный шонды щани ставсом и сета лун чета мианлы. Кот каджил и сез этия войща пырт малемсе. Та вой яснас. Василий Алексеевич, аджилин. А та овлата, чем диваясь медым гожем нас, ты далыс пыртмашимыс. Та же ты в шатор. И гожем нас тоже овла. Мега горва, но гожем нас тайми, если ты в карн верма маджины, та чем дивасы. Да, гожем нас. Чолем дива. Слава Богу, аллилуйя. Всем добрым людям доброго дня. А здесь собрались все добрые люди, правда же? Кто не добрый, поднимите руки. Ни одного нету, слава Богу. Зачем вы тогда в церковь ходите, если вы добрые? Церковь для грешников. Аллилуйя. Слава Богу, добро пожаловать всем. И Господь сегодня добр, как всегда, и Господь сегодня всегда хочет, как всегда, хочет нас благословить всеми своими благословениями, которые Он на сегодня приготовит для нас. И пускай сегодня и прославление, и молитвы, и Слово Божие будут для каждого из нас как великим каким-то вот хлебом, которые мы ждали в течение недели. Господь да благословит нас. Давайте начнем вкушать этот хлеб, который записан в 141-м псалме Давида. Прочитаю на ком языке и потом на русском языке. Мегора шиаща Господь дина. Гора кемыща Господь лы. Кемышиган мивошта силы ашим шилемес, виштала силы ашим шогьясес. Кормилов нам джика джушема, секитеаджан меншим олантуясес. Мене мустам тишяс, гушен пуктемаеш менем наль кветлантуйвиле. Ми виджедли вешки двиле, да кажали, неко достед мене. Менем некоче джепщины, ми весна некод остыждыш. Но мешающий Господь дине, мешуи, те минам джепщанинес, те минам олан паис таему влас. Господи, кыв меншим бырдымас, ми джикач жуялема. Мезды мене джескадыш ясыш, одная мееш вынаджикаш. Петкад меншим лолас пемыдыныш, медыме вермы ошканы тенчед нимте. Корте петкадлан меды нашит бурлунте, секи мега горчу крчасны, вешкада олыш яс. Аминь. — 141-й псалом в новом русском переводе. Наставление Давида, молитва его, когда он находился в пещере. Громко взываю Господу, громко Господа умоляю. Перед ним я излил свою жалобу и открыл ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, ты знал мой путь. На дороге, по которой я шел, тайно поставить для меня сеть. Я ищу своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела. Нет у меня убежища, никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище
мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром. Аминь. Вот такой вот псалом. Как говорят, он был написан, когда из начала, написан, когда Давид бегал от Саула. И это действительно были самые опасные времена в его жизни, когда фактически он был окружен, и только милость Господня явно мешалась, когда Саул отошел. Все-таки началась война с филистимлянами, и Саулу надо было вернуться, и поэтому Давид остался в живых. И мы видим, что эта молитва не осталась безответной. Бог услышал, Бог избавил, и Бог поднял вокруг Давида помощников, праведников. Он здесь говорит, никого нет. Никого, я один. Никто не поможет, никто не думает обо мне. У вас бывают такие времена, что кажется, что ты один? Правда же? Эти времена нужны ведь нам. Ну, как бы мы не очень хотели бы их, но они нам нужны, чтобы мы почувствовали, что это такое, когда нет никого, смотришь на одну сторону, на другую, а никого нет, кому ты мог бы сказать, помоги мне. И нет. И тогда единственная молитва, Господи, помоги мне. И Господь помогает. И в эти времена они очень драгоценны для нашего осознания, для нашего возрастания, очень важны. Пережить вот полную оставленность людьми. И более того, противление со стороны людей. Когда ничего не помогает и никто тебе не поможет. Кроме Бога, и ты это ясно осознаешь и чувствуешь. Слава Богу за такие моменты. Вчера у нас были такие переживания сильные с Римом Павловной. Ну, слава Богу, все завершилось хорошо. Но переживали сильно. Как всегда, за детей. Но, слава Богу, все хорошо. Поэтому это такой момент, когда ты начинаешь конкретно понимать, что все в руках Господних. Сегодняшний день, может быть, кто-то здесь присутствующих, может быть, кто-то смотрит нас. Прочитайте этот 141-й псалом еще раз. Может быть, этот псалом сегодняшнего дня или сегодняшнего отрезка твоего проживания, когда ты говоришь, Господи, только на Тебя упование, помоги, кричу, громко молю, помоги. Сидит в пещере, антураж тоже соответствующий. Поэтому, что бы ты ни проходил, может быть, этот псалом для тебя. Пускай он будет благословением для тебя, и знай, что он всегда закончится хорошо, этот период твоей жизни. Появятся те люди, которые скажут, мы с тобой всегда были, мы молились о тебе, мы поддерживали тебя. Господь да благословит нас в этом. Давайте воздадим Богу славу и благословим тех, которые сейчас что-то переживают, не самые легкие времена своей жизни. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе сейчас во имя Иисуса Христа. И благодарны Тебе, Господь, за этот день. Мы благодарны Тебе, Господь, за это чудесное время, прекрасное время летнее, которое Ты продлеваешь для нас. Это вот так же, Господь, Твоя благодать, которая продлевается еще для каждого жителя на этой земле. Ты свою благодать изливаешь на нас. Благословение изливаешь, Господь. Ты ожидаешь еще каждого, Господь, чтобы каждый получил вот эту радость от того, что прекрасная погода, солнце светит, дождей нету. Можно наслаждаться этим. И вот то же самое в духовном мире, Господь, мы видим, как Ты продлеваешь это время, чтобы множество людей еще сказали, Господи, как Ты благ, и Ты спасаешь нас, и благословляешь нас во всякое время хождения на этой земле.
Благослови, Господь, многих и многих людей сегодня посмотреть, Господь, что не только погода благословляет нас, но Ты, Господь, благословляешь всяким духовным благословением. Боже, благослови тех, которые сегодня, возможно, проходят то же самое, что когда-то испытал Давид. И многие-многие люди. Может быть, у кого-то сейчас такой период, когда он не видит никакой помощи от людей. Он чувствует себя одиноким. Возможно, такие есть. И мы молим и благословляем таких людей. Громко, громко, громко молиться и взывать Тебе, Господь. И обязательно от Тебя ведь придет помощь, как пришла помощь Давиду. Мы в этом убеждены, верим, Господь, потому что это многократно мы переживали в своей жизни. Спасибо Тебе за это. Благослови этот день. Пускай, Господь, все, что здесь происходит, питает нас, вдохновляет нас, заряжает нас, Господь Бог мой. Какая-то, чтобы мы чувствовали, что Твоя сила, энергия наполняет нас, каждую клеточку нашу. Во имя Иисуса Христа. Благослови прославителей, благослови, Господь, все, что здесь будет, пускай это будет по Твоему сердцу и от Тебя, Господь, для нас. Дух Святой, двигайся, касайся, наполняй нас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, Господь благословит вас. Мир Божий, дорогая церковь. Ви ньолем ставили до новичку. Слава Господу. Так радостно ждешь это целых 7 дней, всю неделю, чтобы вместе с вами прославить Господа. Это сладостно, это радостно сердцу. И с верою, когда поешь и славишь Господа, просто ожидаешь чудес Божьих, ожидаешь излияния Духа Святого на каждого из нас. Потому что где Дух Господень, там свобода, там радость, там мир, там все самое лучшее. Поэтому давайте будем славить Господа, молиться Ему, благословлять Его всем, чем ты можешь, как умеешь. Ты ярче, чем солнце свет. Ты бездна святой любви. Нет, знаю, другого нет. Есть, знаю, есть только Ты. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь наш Элохим. Ты славою облечен, Ты вечно превознесен. Ты начало и Ты конец. Бог мой, Ты мой Отец. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Ты жизнь, Ты сама любовь. Ты агнец, проливший кровь. Ты славный Спаситель мой. Иисус, Ты мой Господь живой. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят
Господь, свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь, свят Господь наш Элохим. Свят Господь, славит Господа земля. Свят Господь, славят горы и моря. Свят Господь, все преклонимся пред Ним. Свят Господь, свят Господь наш Элохим. Элохим. Слава Тебе, Господь наш. Аллилуйя. Доброе утро. Прочитаем Евангелие от Матфея, 17 глава, с 14 стиха. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Аминь. Господь, наш Бог чудес. Но Он часто говорил: вы ищите чудес. Но иногда нам только чудо может помочь. А Господь любил, чтобы искали Его любви, Его характера, Его общения с Ним. Не только хлеба, не только что-то великого, а чтобы мы ощущали Его присутствие, Его любовь. И тогда чудеса будут, это просто как следствие. Поэтому слава Господу за то, что Он Бог чудес. Воду в вино превратил, слепые глаза Ты открыл. Нет таких Бог, нет как Ты. Ты нас из праха поднял, свет Твой во тьме воссиял. Нет таких Бог, нет как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит.
Свет Твой во тьме воссиял, нет таких, Бог, нет как Ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, скажи, наш Бог великий, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог, наш Бог, наш Бог, наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Слава Ему, слава Господу, Он наш целитель, самый главный. Таблетки тоже помогают, конечно, но Бог выше этого всего. Слава Ему. Лыньолом вичко, лыддям. Лука черти бур юрыш, квайтад юрыш, дас шижимад, кыч коймад, юрвижьяс, лыддя комиян. Вела чищяс кыткера сычлетчем бырын, Иисус суфтис шилюдина. Сени вели чукарчема сылын уна велычыш. Нышт остав Иудея муыш, и Иерусалим карыш, царич дор сатир, да щидон карьясыш, унаса уна юз. Ставныс наявили локтама ашкывзына Иисусас да бурдачыны астаныс вишем ясыш. Вешик пеж лолын кутамаяс бурдалысна. Ес чукарыш быдан зилис инмачывна Иисус дина, отсыш аньпетис вын, да тая выныс бурдадис быданас. Астас величиш яс вылы виджадаман Иисус вишталыс. Шуда ашти ловныдлы корыш яс. Оттианем енлан юралам. Шуда ашти они чык ялышяс, отти пытаннат. Шуда ашти они бырдышяс, отти понданат шеравны. Ти шуда аш морт пивысна кайозыс тианас мустамтаны, вытланы, лёкаданы, да няйташтаны тианлыш нимната. Налын бать ясно стаджи вычлись на пророк яслы. Ним кодящай, да четчалай долыда, от ыджы тырдон, витчища тианас, енажас. Аминь. Пару слов перед тем, как споем песню на коми языке. В этой песне есть такие чудесные слова. Люди, дайте руки друг другу.
Люди, улыбнитесь друг другу. Вы не сможете воевать друг против друга, если вы будете всегда держаться за руку и улыбаться друг другу. Это проверенный уже факт. Это в какое-то было Рождество, люди пели вместе песню по разные окопы, по разные стороны баррикад. И они спели рождественские псалмы, и там шутили, улыбались, и уже не могли воевать друг с другом. Господь объединяет людей, но учит нас первыми протягивать руки, улыбаться друг другу. Бергале быть елимчир, Єнкалаїм мушар, Пидестем єне женет нас, Єзлений четкар. Вой тирета медле кіщетей, Вой тирета медле кіщетей, Вой тирета медле кіщетей, А єнли ашиним щеле. Voi tireta medle kishetei, voi tireta medle kishetei, voi tireta medle kishetei, hayen leashinim shele. Kad voi svunet nitishjas, shelem voštnika, jenke džiradun liš bikin, vez ješut dagaj. Voi tireta medlenju munei, voi tireta medlenju munei, voi tireta medlenju munei, medradlem skipjale spir. Voi tireta medlenju munei, voi tireta medlenju munei, voi tireta medlenju munei, medradlem skipjale spir. Мусаєш єнеш ви батли, став мови всаєс. Кутами олема снуни, югице симос. Вой тирошкам кипеде єнли, вой тирошкам кипеде єнли, вой тирошкам кипеде єнли, йон ви на югит єнли. Вой тирошкам кипеде єнли, вой тирошкам кипеде єнли, вой тирошкам кипеде єнли, йон ви на югит єнли. Voi tiroškem kipede jenli, jon vi na juget jenli. Ньолам ставнедле, удждаття ми мірмам пивне єнлиш кувсе, ми се віштала міянли каштела. Будям коринфе медваджа мададам гіжадиш, ньолят юр, квайтад юр віщань. Квайтад или шижимет. Ага, укмусад юр віщань, да. Атте. Но мечайта, ен ми спукты сміянес апостол ясес, медбір я лудас, биття кулам вила муждама ясес. Од мою гдас бұд олышлы, ангел яслы и йозыслы, милоем виджедан торген. Таги же Павел вишталы. Христос выс нами йоеш, а ты Христос пучкын мыв кыдаеш. Ми жебеш, а ты вынаеш. Ми анас лёкаданы, а ты анас ошканы. Ми оны чойтаг юта голам, далёкыник пашкамен ветлам. Ми анас нöйтаны, ми пыр туйынеш. Кокилы шушта жужалам, аски помыш күнем подперям. Ми анас лёкаданы, а ми буршям. Ми анас вытланы, а ми терпитам. Ми анас омальтаны, а ми бурноган чорнитам. Тая му власолыш яслы, ми ёк пыдди, ная ынăч лыггене ми анас шибласен.
Кижата este Iana stuide de mogish, aug Iana de mogish, от timena musa nuvpi. Gert, Tian vermas lone Christus Ilish una shur sveledish, no batis sămânuti, от burjor se Tianle, viștale me. Taci ciuște Tianes, Iisus Hristosle eschișasen. Zici că cora Tianes, vigedei mevle, от me vigeda Hristos vile. Amin. Прежде чем принести пожертвование, хочу вам один текст прочитать. Помните, Иисус говорил, что не заботьтесь о том, что есть и что пить, и во что одеться. Мы знаем, что Господь заботится о нас, думает о нас. И вот место из Писания, Иоанна, 6 глава, 5 стиха. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Смотрите, как Иисус, да, переживает. Они еще только идут, а Он уже переживает, надо их покормить будет. Иисус нас любит, Он заботится о нас, чтобы мы были накормлены. И Он знал, что проблема-то в финансах. Он знал, потому что что там произошло дальше? Говорил это, испытывая. Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: им на 200 динариев недовольно будет хлеба. То есть у них всего лишь было где-то 200 динариев, да? Чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Мы знаем, что там было 5000 мужчин, не считая женщин и детей. И один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Смотрите, я думаю, что там было и больше хлебов. Но у меня такое ощущение, предположение, что люди идут, когда куда-то в дальний путь, все равно с собой что-то возьмут. Но вот этот мальчик, который не пожалел свои 5 хлебов и 2 рыбки, принес апостолам, услышал, что они нуждаются, чтобы накормить. Такая детская вера, да? Он верит, он отдает. И мы знаем, что в нашей жизни закон сеяния и жатвы есть, да? И Господь даже вот показывает, что приумножил вот эти 5 хлебов, еще отмечается ячменных. Ячмень – это такая простая, то есть не пшеница, проще, чем даже… То есть мы иногда говорим: я только белый хлеб ем. Но и здесь показывается о том, что можно и надо есть простое. Но важно здесь то, что мы должны принести как бы с живой верой, с такой, что у тебя что-то есть малое, а Господь это приумножит во столько раз, что и другим поможет. Всегда Господь говорил, что если у тебя будет горчичное зерно, вера или приношение, да, то Бог приумножит настолько, что даже дачникам не снилось. Такого не будет. Поэтому Господь призывает нас: если хочешь увидеть чудо Божье, не бойся поступить, как вот этот мальчик, с верою, чтобы помочь кому-то. Господь да благословит приносящих, как этот мальчик. Любить Тебя, Господь, любить Тебя, Господь, любить Тебя, Господь, и не взирать назад, идти по следам Твоим, идти не уставать и преклоняться пред Тобой, и не взирать назад, идти по следам
преклоняться пред Тобой и не взирать назад. Служить Тебе, Господь, служить Тебе, Господь, служить Тебе, Господь, и не взирать назад, идти по следам Твоим, идти не уставать и преклоняться пред Тобой и не взирать назад, идти по следам Твоим, идти не уставать и преклоняться пред Тобой и не взирать назад. Любить Тебя, Господь, любить Тебя, Господь, любить Тебя, Господь, и не взирать назад, идти и по следам Твоим, идти и не уставать, и преклоняться пред Тобой, и не взирать назад, и не взирать назад, идти по следам Твоим, идти не уставать, и преклоняться пред Тобой, и не взирать назад, и не взирать назад, идти по следам Твоим, идти не уставать и преклоняться пред Тобой и не взирать назад. И преклоняться пред Тобой и не взирать назад. Аллилуйя, Господь. Этими приношениями мы, Господь, никак не можем выразить всю ту любовь, Господь, Тебе. Ответную, Господь, которой Ты возлюбил нас безмерно, 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 Господь. И прими это наше приношение как служение. Служение ради имени Твоего, Господь. Для блага церкви, для блага нуждающимся, для того, чтобы что-то могли делать, Господь. Благослови, Боже мой, и Ты благословляешь каждого каким-то доходом в жизни. Ты благословил, Господь, зарплатами, пенсиями, какими-то заработками. Ты, Боже мой, всегда это даешь обеспечение, и из этого мы можем сеять и дальше. Ты, Господь, так устроил эту жизнь. И я благодарю Тебя, Боже мой, что никогда ни одно приношение, которое приносится как сеяние, как благодарность даже Тебе, Господь, Бог мой, никогда не останется без плода, без урожая. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты сегодня даешь каждому сеять, каждому, Господь, семена даешь, которые мы можем сеять дальше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог любит маленьких детей. Выходим вместе с детками. Вот долго ждал, наверное, Рома. Когда же позовут? Рома, иди к нам. Да. Иногда дети очень долго ждут, говорят, почему вы так долго поете, прежде чем нас позвать? Может быть, надо сначала детскую песню петь? Давайте споем очень хорошую песню. Бог любит малых воробьев, а также нас, детей. Бог
Бог любит малых воробьев, а в гибели храня. И если пташек любит Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Бог любит лилию в полях у тихого ручья. И если любит Он цветы, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Бог сотворил цветы и птиц, их светом осеня, и не забудет Он детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Да любит Он, я знаю, любит Он. Бог любит маленьких детей, Он любит и меня. Это же песня для взрослых, правда же? Это же не детская песня. И эта песня вас будет сопровождать. Я часто ее пою. В машине, когда еду, вдруг я пою ее. Напоминаю себе, что Бог меня любит. Когда-то ее пел в детском садике, хотел сказать, в который я не ходил, в детском лагере первый раз. Это когда-то было в этом самом каком-то лагере, была такая песня. И это вот осталось. И это у вас тоже останется песня. И когда вы будете такой же старый, как я, 52 года, то вы будете петь эту песню и будете говорить: Бог любит и меня, как маленьких детей. Будете смотреть на своих деток, внуков, внучек. Да, они думают, да, рассказывай сказки. Аллилуйя! Что-то есть у вас для Господа нашего? Пожалуйста, Маш. Ищите и найдете, стучите, отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. От Матфея 7 глава, 7 по 8 стих. Аминь, аминь. Спасибо, Мария. Пожалуйста, Марк. Дорогой Небесный Отец, сделай так, чтобы все было хорошо. Спасибо за этот день, за всех, кто тут есть. Сделай так, чтобы у меня все было хорошо, чтобы мои дела были хороши, и у всех дела. Спасибо за все, что ты нам дал сегодня. Спасибо за всех матерей. Спасибо за всех детей. Аминь. Аминь, 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 аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за
то, что мы можем приходить к Тебе, благословлять наших детей. И Твоим именем, Господь, мы благословляем детей. Ты дал нам это поручение – благословлять. И, Господь, Твоим именем, именем Иисуса Христа, мы благословляем наших детей на здоровье, на благоразумие, на послушание, на охрану, Господь, на Твое сопровождение во всяком месте, где бы они ни были. Во имя Иисуса мы благословляем наших детей возрастать в Твоем Слове. То, что они сейчас, Господь, заучивают наизусть Твои слова, пускай это останется навсегда. Это останется с ними навсегда. Спасибо Тебе, Господь, Бог наш. И эти песни не просто мы поем, чтобы развлекать, а для того, чтобы и это осталось вместе с ними на всю их жизнь и сопровождает их. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аллилуйя. Будьте благословенны, не торопитесь. Спасибо, прославители, Господь да благословит вас. Так, что ты хотел сказать? Если есть там молитвенные нужды, пожалуйста, принесите. Аллилуйя. Сегодня у Эдуарда Смирнова день рождения. Помолитесь за него, чтобы Господь коснулся его и изменил его жизнь. Спасибо Богу нашему за все, за то, что благословляет нас во всем. Мария Андреевна. За зятя? О, да, за зятя надо молиться. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем здесь молиться за наших близких, родственников, Господь. Мы верим, Боже мой, что эти молитвы не напрасны. Мы верим, Господь, что Ты достигнешь тех людей, сердца тех людей, о которых мы молимся, Господь. Иначе зачем все это? Господь, мы благословляем Эдуарда найти, обрести это общение с Тобой, Господь. Познать Тебя. Откройся ему, Господь, Бог наш. Откройся, что Ты Бог его, Творец его, Отец его, любящий его, заботящийся о нем, Господь. Дай ему это пережить в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Благословляем его в этот особенный день его рождения. Боже мой, безусловно, он сегодня подумает, сколько ему лет, как он прожил эти годы. Доволен ли он этой жизнью? Сколько радости в этой жизни, Господь. И пускай он увидит, что в этой жизни ты пока отсутствуешь. Благослови его увидеть Тебя в каждом мгновении его жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолитесь, пожалуйста, за моего папу. У него сегодня день рождения. Чтобы Бог помог ему бросить пить и обрести спасение. Настя Липова просит. Отец наш Небесный, молимся также и об отце Насте. В этот день рождения мы также, Господь, молимся Тебе о том, что что-то великое произошло в его жизни. Сегодня ли, когда ли, мы не знаем, Господь, но пускай революция произойдет в его сердце, в его сознании, Господь. Пускай все, что он видел в одном свете, все перевернется. И он увидит все в другом свете. Пускай чешуя спадет с его глаз. Во имя Иисуса Христа благословляем отца Настю обрести с тобой любовь, общение и радость. Спасибо тебе, Господь, что за него молятся его родные, близкие, церковь, и ты делаешь все, чтобы помочь ему. Благодарю тебя за это. Аминь. Помолитесь, пожалуйста, за наших соседей, чтобы Бог помог им навести порядок в их квартире, потому что весь подъезд страдает от насекомых. Настя Липова. Угу. Господи Боже мой. Ты наводишь насекомых и убираешь насекомых. Убери этих насекомых вместе с соседями. Во имя Иисуса, если они им нравятся,
Пускай они где-то поживут с ними в другом месте. Аминь. Елена Васильевна передает привет из Межадора и просит молиться за ту ситуацию, которая сейчас на Украине и на юге России. Господь да благословит правителей остановить это кровопролитие. Отец наш Небесный, Ты призвал нас молиться о мире, о том, чтобы Господь, Бог мой, жестокость, которая в нас, в человеке, она иссякла в конце концов. Чтобы всякое решение вопросов было осуществлено в разговоре, в общении, а не с помощью силы. Во имя Иисуса Христа помоги власти услышать, Господь, Твой голос, услышать то, что Ты говоришь. Ты призываешь к миру, и Твое Слово говорит: мир вам. Ты не воюешь с человеком, хотя у тебя много претензий к каждому из нас, но ты не воюешь, а ты желаешь нам мира. Благослови нас, Господь, это разуметь и не пытаться достичь своих целей с помощью силы и насилия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 24 августа у меня будет операция, чтобы благополучно ее прошла. Благослови, Господь, меня и врачей. Благослови здоровье мужа, мамы, тети и у Паши сына Исакова Таня. Так, у кого, я не понял, операция? У Татьяны. Отец наш Небесный, благословляем Татьяну, сестру нашу, на исцеление во имя Иисуса Христа. Благослови ее, Господь, и своим исцелением. Дай, Господь, увидеть, что она исцелена от всякой болезни. И пускай врачи скажут: слава Богу, нам не надо вмешиваться. Все уже пришло в порядок. Господи, благослови во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все. Благослови, Господь, всех близких, родственников, мамы, тети, сына, также, Господь, здоровьем и мужа во имя Иисуса. Аминь. Благословим Николая Александровича, наш дорогой диакон, трудится неустанно. В этом году он был великое благословение. Он и в Сторожевской церкви, и в Подъездской церкви, и сейчас в Визинскую церковь трудится там. Привели в порядок, Иван ездил, Королев, привели в порядок колодец, завели воду в дом, завели воду туда, завели сюда, слив сделали туда. Но вчера он мне говорит, еще одно дело не сделал. Надо сделать лестницу там хорошую, подняться. Ночь не спит, думает об этом. Сегодня с утра уехал туда, взял Александра Васильевича, поехали туда, трудиться еще там какие-то вещи. Господь да благословит Николая Александровича здоровьем, большим-большим здоровьем и сил ему, и помощников ему, которые бы всегда были рядом, и всегда бы он знал, что кто-то с ним всегда есть, и не надо ему трудиться одному. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, Боже мой, за братьев и брата Николая Александровича, который посвятил себя служению церкви Твоей, посвятил себя, Господь, всецело, чтобы молитвенные дома, храмы были в порядке. И он трудится, Господь, для того, чтобы братья и сестры чувствовали себя комфортнее, Господь, там, где они собираются. Ты, Боже, воздай ему и здоровьем, и силой, Господь, и помощниками во всяком деле. Во имя Иисуса Христа, Господь Бог мой, благословляй его в дорогах, охраняй его, послать ангелов своих. Во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, Боже мой, и пускай все, что он задумал, все, что ты положил ему на сердце, пускай это получается у него, пускай он видит результат тех работ, и пускай, Господь, каждая церковь будет, воздаст ему, Господь, по тем работам, которые он трудится, во имя Иисуса Христа.
Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Благодарю Тебя, благословляю Николая Александровича. Крепкого ему здоровья и многих-многих лет жизни. Во имя Твое мы молим и благословляем нашего дорогого брата. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Да. Сергей-то здесь или он, Кирович? Все хорошо, нет? Отец наш Небесный, мы славим Тебя и благодарим, что Ты Бог, дающий жизнь, и Ты дал жизнь еще одну, дал рождение нового человека в семье Сергея и Веры Трубановой, Господь. Спасибо Тебе, что это долгожданный ребенок, он появился на свет, и мы благословляем младенца здоровьем, крепостью, охраной Твоей, и также и роженицу Веру благословляем, пускай и она восстановится после этих родов, и благословляем отца Сергея, Господь, здоровьем. Они сейчас нужны своему ребенку, здоровыми, крепкими, уповающими на Тебя, и пускай, Господь, ребенок чувствует себя в безопасности в этой семье и в полной любви. Окружен да будет он полной любви и заботой во имя Иисуса Христа. Аминь. Все? Или еще что-то есть? Садитесь, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Так, ну, традиционный вопрос. О чем мы говорили в прошлое воскресенье? А? О благословениях. Всем слоям населения, да? Да, действительно, Господь благословляет всех, заботится о всех, своеобразно заботится, но заботится о всех, кому тяжело, кто не облечен какой-то властью, не облечен какими-то большими возможностями, Господь их не забывает. Хотя часто мы забываем об этом, что Он не забывает о таких людях. И часто Господь благословляет нуждающихся за счет тех, у которых есть эта возможность помочь, правда же? Он говорит, если что забыл, не возвращайся. Иногда это кажется, как это так. Надо исправить мою оплошность. А Бог говорит, не исправляй. Все будет. И это не просто так. Ты забыл не просто так. Иногда мы думаем, вот я такая, решето моя память и голова. Нет, не хули себя. Все хорошо. О чем мы сегодня поговорим? Говорим вот о чем. У Бога есть такие система, как во время Ельцина говорили, система сдержек и противовесов. У политологов есть такое выражение, система сдержек, противовесов, чтобы все, баланс какой-то был. У Бога тоже есть в отношении нас. И иногда мы, когда имеем в чем-то успех, вот поперло. Вот все идет как надо, и урожай прекрасный, и в бизнесе все хорошо, с семьей все прекрасно, все прекрасно, не как никогда. Потом раз, какое-то жало в бок. Что такое? В евангелизации, например, то же самое, 90-е годы. Везде проповедуешь, никаких проблем, везде тебя встречают, все говорят, давно тебя ждали. А потом бац, и кончилось это время. А мы думали, всегда так будет. И нас так встречают, потому что мы такие классные. И мы-то такие проповедники мощные. И мы-то такие евангелисты безупречные. И мы-то такие молитвенники. А потом бац,
что-то происходит не так, есть противление, и мы как бы осознаем, дело-то не в нас, а дело в Божьих благословениях. И Господь даст возможность, будешь делать, не даст, и ничего не сделаешь. Вот у Бога есть, чтобы мы не заигрывали сильно и какое-то самомнение не строили о себе слишком. Господь позволяет иногда что-то произойти в нашей жизни, что как бы приводит нас в правильное, сбалансированное чувство. Да? Что с нами, что от нас, а что не от нас. Например, Коринфянам, 16 главе, 19 стихе, апостол Павел пишет, что он говорит в послании к Коринфянам, он пишет, 1 Коринфянам, 16 глава, 9, с 8 стиха прочитаем. Он пишет, он находится в Ефесе, пишет оттуда Коринфянам, и он говорит, в Ефесе я пробуду до Пятидесятницы, так как здесь передо мною широко открыта дверь для служения. Вроде бы «Аллилуйя!» закричим мы все. Широко, то есть Ефес, языческий город. И он так пишет, как будто вот... А потом мы читаем в Деяния апостолов, у него там столько проблем было в Ефесе. Там целый город восстал против него. Там товарищ Александр Медник поднял восстание против апостола. Он попал в тюрьму. Но вначале он говорит, есть такие возможности. Братья мои, коринфяне, вы даже не знаете, какие тут возможности. Дверь открыта широко, проповедуй не хочу. Но дальше он добавляет. Передо мной широко открыта дверь для служения, хотя есть и много противников. То есть и то, и другое. И вроде дверь широко открыта. Что значит дверь тогда широко открыта? И при этом много противников. Вот она, система сдержек и противовесов. Дверь открыта, проповедуй, люди готовы слушать. Но при этом огромное количество людей, которые не хотят, чтобы ты проповедовал, которые делают все, чтобы ты замолчал, которые делают все, чтобы ты не имел успех в своем служении. Дверь открыта, и противников много. Бывает ведь такое дело. Вроде благое дело делаешь. Ну, совершенно благое дело. Нет, люди восстанут, которые скажут, не так, не тогда, не ты. И так дальше. Это в любом месте. В семье ли мы что-то задумали. Апостол Павел говорит, первые враги, первые противники в семье восстанут. Те, которые скажут, не так, не то, не тогда. Первое восстанет супруга, либо же супруг. Потом дети, потом внуки, потом правнуки, а потом тебя закопают. И это всегда так было. И тогда всегда такое будет. Для чего? Чтобы мы не теряли землю под ногами. И вот в связи с этим апостол Павел конкретно тем же Коринфянам пишет, почему так происходит. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 стиха прочитаем по 10. Читаю в синодальном переводе. Здесь сказано так. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен, пишет апостол Павел. То есть вот это вот можно было впасть как бы в такую депрессию, да, в Ефесе. Возможности есть, силы есть, помощники есть, вроде бы доброе дело делаем, спасаем людей от идолопоклонства, от распущенной жизни, открываем двери царства для людей. И в то же самое время ты видишь противников много. А мне это надо? Вопрос возникает. Зачем мне это надо, если им это не надо? Да? Зачем мне упираться тогда? И происходит осознание апостолом Павлом, для чего это? Почему Бог такое допускает в жизни апостола Павла? Что случилось? Для чего это? Это просто инициатива этих людей? Или за этим стоит что-то более существенное, более глубокое и важное для меня? Что это не просто противление моему служению, а это какое-то благо для меня. И он пишет дальше Коринфянам, разъясняет, как он воспринимает эту ситуацию, когда, что бы ты ни делал, возникает противление, противники возникают. Я думаю, каждый из нас это испытывал в своей жизни. И первое, что нам приходит в голову, мы просто начинаем как бы обвинять тех, которые противятся нам. Но Бог с ними. Но почему это происходит в моей жизни? Для чего это? И если мы этого не поймем, будет трудно преодолевать и дальше продолжать делать то, к чему ты призван, твое служение совершать дальше, если ты не поймешь, что за этим стоит и почему это так. И вот он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть у апостола Павла были великие откровения, и очень легко он мог бы просто на всех посмотреть сверху вниз и сказать, слушайте, у меня такие откровения, а я с вами тут время теряю. Я тут с Богом общаюсь напрямик, у меня прямая связь с Ним, причем по скайпу и по зуму, а мне с вами тут расхлебывать ваши проблемы. Может? Конечно, спокойно мог бы уйти в эту сторону и потерял бы и откровение, и связь. Соломон пришел мне на помощь. И связь с Богом бы потерял, и свое служение бы потерял. Но Господь знал, Павел ценный сотрудник, ценный служитель. Бог столько вложил в него, из таких трясин вытащил его религиозных, что просто так он его не отдаст. На то, чтобы человек просто погиб, завершил свое служение из-за гордыни, из-за превозношения какого-то. Но это Бог сделал. Удивительным образом он это сделал. И вот как он пишет, как Господь его избавил от этого состояния, сохранил, уберег. Мы же часто просим, Господь, убереги меня от превозношения. Чтобы я не зазнавался, в новом русском переводе сказано, чтобы я не зазнавался тем, что получил такие великие откровения. Дано мне жало в плоть ангел сатаны, чтобы мучить меня. И тут возникает вопрос, что за ангел сатаны? Что за жало в плоть? Что это такое? Какие версии? Это болезнь. Что еще? Что за жало? Кто куда его ужалил? Кто куда его с чего вставил? Искушение, система, может быть. Но давайте вначале разберемся. Ангел сатаны. Что такое ангел сатаны? Как это нам понимать? Вот слово ангел сатаны. Когда вы это слушаете, что у вас перед глазами? Сатаны. То есть бес.
бес, посланник сатаны, засунул апостолу Павлу жало, неизвестно куда, и бес говорит: Павел, это для того, чтобы ты не превозносился. Я, ангел сатаны, тебе сую жало в бок, чтобы ты не превозносился. Это вообще реально? Реально? То есть сатана, который стал сатаной, потому что превознесся, сует свое жало куда попало, чтобы человек не превозносился. Он говорит: слушай, человек, я знаю, что такое упасть от превозношений. Ради Христа и всего святого не превозносись, вот тебе мое жало. Кто он такой, ангел-губитель? Да. Что, для чего? Ну, там полно погибло людей. А здесь-то цель какая? Чтобы ты не превозносился. От гордыни тебя спасаю, на тебе шило. Да. Поэтому как нам с этим быть, я не знаю. Но бывают такие случаи. Вот ангел, греческое слово, сатана, еврейское слово. Но у каждого этого слова есть, можно по-разному с этими вещами оперировать. Переводчики Библии, вот здесь у нас переводчица находится, она знает, что иногда переводчики могут перевести слово «ангел» как «посланник», а могут оставить это слово как есть – «ангел». Да? Ангел и ангел. А могут перевести это слово «посланник», «вестник». И такого в Евангелии много вещей. Дальше сатана. Сатана – это еврейское слово, шайтан, шатан, которое переводится на греческое дьявол. Дьяволос – это как бы эквивалент, греческий эквивалент еврейского сатаны. Да? И его тоже можно перевести значение этого слова, а можно просто взять это слово и не переводить. Да? Вот как, скажем, как это называется метод? Транслитерация, по-моему, да? Когда ты не переводишь слово, из одного языка его берешь в другое, без перевода. И то же самое происходит с такими терминами, как ангел и сатана. В некоторых местах эти слова переводят: вестник, посланник, противник, клеветник, а в некоторых нет. Так и оставляют ангел и сатана. И с этим, и вот здесь, в этом месте, мы видим, что какая-то интересная штука происходит с переводчиками. Почему-то они оставляют слово ангел ангелом и сатану оставляют сатаной. Не переводят, а происходит транслитерация так называемая. Например, первое послание к Тимофею, в 11 стихе, в 3 главе, первого послания Тимофея, 3 главе, 11 стихе, апостол Павел пишет: «Жены диаконов должны быть достойными уважения, не заниматься сплетнями, быть воздержанными, пользоваться во всем доверием». И вот здесь вот слово «сплетнями» в синодальном клеветниками, чтобы они не были клеветницами, в оригинале стоит слово, угадайте, какое? Дьяволы. Чтобы жены диаконов не были дьяволами. Боже ты мой, сохрани, убереги. Вот так вот пишет в оригинале. Но переводчики все нельзя же так написать. Жены диаконов не должны быть дьяволами. Боже упаси. Поэтому перевели.
Жены не должны быть клеветницами, не должны быть сплетницами. Хотя там слово стоит дьявол. Правда же? Да? То есть и другое место Писания, например, Коринфянам, 2 Тимофею, 3 глава, 2-3 стих. Здесь перечисляются, какие люди будут. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, богохульники, непослушны родителям, неблагодарны, безбожны, бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро. И дальше. И вот здесь слово, где перевели на русский клеветники, угадайте, что стоит в греческом? Дьяволос. Будут дьяволами. Но почему-то так не написали переводчики. Они все-таки перевели это слово клеветниками они будут. Сплетниками они будут. Да? То есть здесь очень важно, поэтому мы говорим, надо молиться за переводчиков, чтобы Господь давал им мудрость. Что здесь надо с этим словом сделать? Перевести его? Или вот взять, как оно есть, без изменений, и поставить язык перевода. Каким образом мы это будем делать? В Тите то же самое есть. Апостол Павел использует это слово в значении клеветник. В Новом Завете много раз используется это слово дьявола в значении противник. Тот, что противится. Тот, кто противится каким-то образом. Сказали, что ангел то же самое можно не переводить, а можно перевести это слово как вестник, посланник. Если мы все-таки подумаем о том, что это местописание говорит не совсем о дьяволе, об ангеле сатаны, а говорит о противниках. И апостол Павел говорит, у меня широкая дверь открыта, а противников много. И дальше в следующем послании он расшифровывает, что это такое значит. Как как противники будут всегда, но как я к ним должен относиться? Каким образом? Я должен их хаять, я их должен сам гнать, я их должен сам посадить, если у меня власть такая будет. Либо же осознать, что это для того, чтобы меня от чего-то сохранить. И он прямо пишет, слушайте, у меня мощное откровение. Просто чрезвычайные откровения. Ну просто вот срывает мою голову. Настолько все это мощно. И чтобы не сорваться мне в зазнайство, гордость, превозношение, Господь не то, что лишил меня этих откровений, сказал, нет, я тебе эти откровения не буду давать, иначе ты в гордость падешь. Мы бы так сделали. Что бы ты ни возгордился, лишим тебя откровений. Да и все дела. Тогда кто будет знать-то о том, чего ты хочешь, Господи, Твою волю? Но Господь другим способом, болезненным способом пошел, чуть-чуть, для конкретного служителя апостола Павла. Он допускает, что на пути апостолов встают противники. Даже посланники этих противников. Мы помним в этом самом, когда он был в Галатах, он говорил, Господи, какая там была атмосфера, когда вы смотрели на меня, вы хотели помочь мне всем, чем возможно, благословить меня всем, чем возможно. А сейчас что я вижу? Кто вас так смутил, что вы, получив Евангелие, перешли в иное Евангелие, которое говорит, впрочем, это никакое не иное Евангелие, а просто прихоти противников Евангелия. Моих противников. То есть за апостолом Павлом следом ходили иудействующие христиане. Следом прямо ходили. Вот куда он идет, они слышат, он туда пошел. Они следом идут, приходят в церковь и начинают учить иному. И говорят, не-не-не, от закона не отказывайтесь, от субботы не отказывайтесь, от обрезания не отказывайтесь. Весь закон свят, его исполняйте. Да, сюда прибавим Христа. Вот и все.
И они делали это везде, куда апостол Павел приходил. Будь то еврейские общины, даже шли там, где это языческие страны, находили этих евреев, которые обратились ко Христу, и начинали им капать в мозг то, что апостол Павел говорит, и это не совсем то. И апостол Павел настолько жестко начал говорить, он говорил, те, которые проповедуют иначе, чем я, анафема им, то есть отлучение им. Потому что это то, что они делают, они не против меня идут, они против Бога идут, против Христа идут, да? Но все-таки в конечном итоге он приходит к пониманию, Господь, 3 раза я молился Тебе, чтобы Ты избавил меня от этих преследователей. По пятам уходят. Это представляете, да, вот вы пришли в какое-то селение, там проповедуете, образовалась церковь, а следом тук-тук-тук прибежали иудействующие христиане и начинают капать и совращают всю общину, и либо раскалывают общину, либо совращают всю общину. Как должен апостол Павел реагировать? Сказать, ну, на все воля Божья. Он молится, Господи, избавь меня от этих людей. Пускай ходят своими дорогами. Пускай идут, созидают свои церкви, если они хотят. Почему они ходят за мной по пятам? Почему они приходят и разваливают церковь? Он молится об этом и получает удивительный ответ. Он говорит, это все ради тебя. Для того, чтобы тебя сохранить. 3 раза молится и 3 раза отрицательный ответ. Это действительно начинаешь понимать, пути Господни выше наших путей. Мы бы начали другими методами действовать. Бог нет. Он не начинает воевать против этих людей. Он заботится о своем служителе, апостоле Павле. Он говорит, это для того, чтобы ты не думал, куда бы ты ни пришел, там будет всегда все открыто для тебя. Что бы ты ни сказал, все будут на ура воспринимать то, что ты говоришь. Что бы ты ни сказал, все скажут аминь. Такого не будет. Я буду тебе давать возможности проповедовать. Всегда будут люди, которые будут слушать тебя. Всегда будут люди, которые скажут аминь. Всегда будут люди, которые откроют сердца тому, что ты говоришь. Но при этом всегда будут люди, которые будут следовать за тобой по пятам и пытаться разрушить все, что ты назидаешь и созидаешь. Всегда найдутся люди, которые всегда крикнут, апостол Павел, ты не прав, и никакой ты не апостол, а ты самозванец. И такие были и в Каримской церкви. Я думаю, апостол много думал и молился об этом. Почему ты, Господь, меня призвал к этому? Зачем мне это надо? И апостол получил ответ. Цена откровений большая. Откровение не приходит просто так. Чтобы ты ценил и чтобы ты себя не потерял в этом великом откровении, чрезвычайных откровениях, ты должен знать, что всегда будут у тебя противники. И тебе всегда надо будет искать аргументы, разговаривая с ними, а не просто подавлять своим положением. Я апостол Павел, слушай меня сюда. Я получил откровение от Бога, слушай меня сюда. Так не получится. Всегда будут люди, которые не будут тебя слушать ни при каких обстоятельствах. И апостол Павел это воспринимает как Божье благословение, как Божья охрана от гордыни. И он говорит, всегда у меня будут эти посланники противников, которые как жало в плоть. Опять же, это жало в плоть. Что это такое? В Ветхом Завете Бог предупреждал израильский народ. Если вы не искорените народы, которые живут в обетованной земле, они будут для вас жалом. Они будут терном, они будут шипом в вашем боку, занозой. Это он говорил о народах, которые они не истребили. Это он говорит о сидонянах,
Он говорит, это занозово. То есть это понимание, апостол Павел еврей, он знает эту историю, он знает, это как бы, как это, образный язык, да, это такая фигура речи, метафора, жало в плоти. Ее нельзя воспринимать буквально. Это не ангел, который пришел и засунул тебе какой-то шип куда-то. Нет. Это то, что мешает тебе жить. Вот помеха жить. Израильский народ живет, живет, слава тебе, Господи. Но всегда под боком какой-то народ. Будь то филистимляне, будь то тиряне, или еще кто-то, которые всегда пытаются тебя уколоть. И всегда дают знать, мы рядом, мы не дадим вам просто так жить. Мы сейчас уколем вас. Это как, когда ты идешь, а в твоем ботинке камушек. Ничего вроде не мешает тебе жить. Солнце светит, дорога гладенькая, только что заасфальтированная. Ты идешь в новых штиблетах, а туда залетел камешек. И ты идешь, и у тебя дискомфорт. Камешек мешает. Все хорошо кругом, а камешек мешает. Впился тебе в пятку и не дает тебе жить. То же самое происходит с апостолом Павлом. Все хорошо, дверь открыта, люди есть слушают. Но есть какой-то камушек, и это камушек люди, которые противятся. Это люди, которые поставили своей задачей противиться апостолу Павлу. Вот у них другой задачи в жизни нету. Противиться тому, что апостол Павел проповедует. И мы можем пеплом голову посыпать. И апостол Павел мог это делать, пеплом голову посыпать и кричать, что за народ. Либо же он пойдет дальше и поймет, Господи, так это же ради меня самого. Это же мне благо. Понятное дело, что они проказничают. Но в конечном итоге, Господи, спасибо Тебе, что Ты сохранил мое сердце и мой разум от превозношения, от гордыни. Слава Тебе, Господь. Представляете, какой кульбит делает апостол Павел? То есть он даже противление со стороны людей оборачивает для себя в благо. А мы всегда говорим, как это так может случиться, что негативное может оказаться позитивным в твоей жизни и благословением. А вот так. Это происходит вот здесь. Ситуация никак не меняется, но вот здесь что-то меняется. Взгляд на происходящее меняется. То, что ты видел раньше как просто противление непорядочных людей, противление заблудших людей, противление людей, которых цель поставили портить жизнь других, вдруг ты начинаешь понимать, так нет же, это бедные люди, а это все ради блага моего. Камешек мне в сандалию. Спасибо тебе, Господь. Как это вот апостол Павел показывает в своей жизни, в своем примере, как можно переосмыслить происходящее в твоей жизни. Очень негативное. О чем ты молишься и говоришь, Господи, избавь меня от этого. А потом ты говоришь, нет, Господь, не избавляй. Это то, что нужно мне. Не избавляй меня от этого, иначе потеряю сам себя. Посмотрите, когда это произошло? Где это произошло? Здесь это произошло. Почему это произошло? Бог ему сказал. Это для того твоего блага, чтобы ты не возгордился. И он был способен это принять. Он сказал, принимаю. Это для моего блага. И сколько таких историй в нашей жизни, когда, оказывается, просто надо вот здесь вот что-то поменять и услышать Бога. Вот какая бы ситуация ни была негативная, от которой ты хочешь избавиться, пожалуйста, не кляни людей, не кляни Бога, не кляни обстоятельства. Попроси у Бога открыть, почему это в твоей жизни происходит. Какое благо за этим стоит в твоей жизни. Иначе вся жизнь будет нытьем. Противники будут всегда? Всегда. Начиная от твоей семьи. В церкви будут противники? А еще как. На работе будут? Конечно. Везде и всегда и всюду. И ты будешь всю жизнь ныть.
Почему это так? Почему они не понимают? Я же хочу с благими целями. Либо же ты скажешь: Господи, слава тебе, благодарение. Но, здесь одно есть но. Апостол Павел сказал причину. Бог сохранил меня от гордыни, потому что я имею очень большие откровения. Вот этого надо ревновать и просить у Бога: Господь, есть за что страдать, есть за что иногда нести вот эти вот противления, когда у меня есть, когда я готов потерпеть это, заплатить эту цену. Но, Господь, я хочу иметь эти откровения от Тебя. Свою жизнь, для церкви, откровения Твои. Иначе впустую страдать тоже никому не охота. У апостола Павла была эта цель, это причина. Откровения у меня есть, я не откажусь от них. И он описывает потом эти откровения, мы знаем, Ефесянам, Колоссянам. Он на небе бывает. Он видит себя сидящим на небесах. Ничего себе откровение. Но это откровение стоит цену, конкретную он платит за эти откровения. Даже когда он провозглашает эти откровения, поднимаются люди и говорят: ну все, апостол Павел с ума сошел. На небе он побывал, увидел себя сидящим на престоле, рядом с Отцом, Творцом нашим. Итак, все, что апостол Павел здесь пишет, и жало в плоть, и все остальное прочее, это не вопрос плоти, тела. Это вопрос духовный. Он говорит, чтобы я не возгордился. Это вопрос духовный. Правда же? Это не касается плоти. Это касается духа моего. Потому что из-за гордыни сам первый Люцифер, первый из архангелов, ангелов, он потерял все и упал. Что стоит человеку упасть? Никаких проблем. То есть это вопрос духовный. Это не то, что вот где-то что-то у меня там покалывает. Что-то где-то у меня заболел какой-то орган. Это не этот вопрос. Апостол Павел смотрит глубже. Это вопрос духа моего. Это вообще вопрос спасения моего. Поэтому я не променяю комфорт, я не променяю всеобщий одобрямс на мои всякие слова и проповеди на то, чтобы потерять мое спасение, которое я имею, и потерять откровение, которое я имею. Я этого не допущу. Я не променяю это никогда. Поэтому, друзья мои, когда есть у тебя в жизни противостояние с кем-то, есть у тебя в жизни непонимание со стороны конкретных людей, да благослови ты их. Да дай Господь тебе силы, всем нам и разумение Духа Святого благословить этих людей. Потому что за этим стоит, за этой ширмой противления стоит более глубокий вопрос твоего состояния, разума и сердца и твоего спасения. Легко зациклиться на этой ширме противления и просто сказать: ну вот, люди меня не любят, я же такой хороший, а меня не любят. И этим уже превознестись, сказать: фу на вас, а я хороший. Ну, жди дальше. Следующий шаг будет великое падение твое. Правда же? Слава Богу, что апостол Павел в какой-то момент это понял. И слава Богу, что Бог в какой-то момент ему проговорил это. И апостол Павел сумел это услышать и принять в свою жизнь. Слава Богу, что он об этом написал. О своих изменениях в голове, в сознании, в сердце своем, отношении ко всему происходящему. Противники всегда будут. Можно это воспринимать слово ангел сатаны буквально, кому как нравится. Какой ангел сатаны? Как он меня пыхает? Куда он пыхает? Я не знаю. Для чего он это делает? Это его дело. Можно это воспринимать по-другому, не буквально. А то, что есть конкретные противники всякого доброго дела. Что ты с ними будешь делать? Послушаешься апостола Павла и Бога,
И либо будешь все-таки стоять на своем. Нет, я прав. Они не имеют права так поступать со мной. Это уже за тобой выбор. Но я благословляю и себя, и вас. Прислушаемся к апостолу Павлу. То, что он пережил, это было великое благо. Он сохранил себя. Он сказал, веру я сохранил, и течение я совершил. И ждет меня награда. Он не поддался искушению начать воевать с этими противниками. Он не поддался искушению хаять их. Он не поддался этому искушению. Было это у него, да, но он остановился в какой-то момент. И он понял, Господи, Ты же меня сохраняешь от превозношения и гордыни. Будь благословено имя апостола Павла, служение его, а еще больше да будет превозношен Христос, который сам показал в своем учении, свою жизнь. Он говорит, да благословляйте гонителей ваших. Не проклинайте, благословляйте их. Очень коротко сказал Иисус, но это же надо расшифровать в своей жизни, что это такое. Почему благословлять? Просто благословлять или что-то за этим стоит? И Христос показал в жизни апостола Павла, что это значит, почему это надо. Это не потому, что ты такой хороший, а потому что тебе надо сохраниться без превозношений и гордыни. Поэтому благословляй гонителя своего. Это не потому, что ты такой святой, 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 чтобы сохраниться человеком без гордыни. Аминь. Мы согласны ведь с апостолом Павлом? Да ведь? Осталось только повторить этот опыт в нашей жизни. Мы с этим сталкиваемся каждый день. Вы сегодня с этим столкнетесь, завтра столкнетесь с этим. Это никуда не денется. Возможности большие, противников не меньше. Что бы вы ни делали, противники будут. Но если у вас есть мысли, идеи, ясность в ваших движениях, в ваших поступках, действуйте. Но не говорите, у меня голова лучше работает, чем у вас. Аминь. А вы что ждали? Давайте встанем на ноги наши и попросим Божьих благословений. Есть нет здесь люди, за которых надо помолиться, которые вот проходят какое-то такое время, когда вот вроде бы есть все возможности, желание двигаться, а есть непонимание со стороны близких и родных. Слава Богу, у вас все в порядке. Вывод, либо вы ничего не делаете, либо у вас никаких откровений, поэтому никаких противлений. А она главный противник, да? Аллилуйя. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем приходить к Тебе и в хорошие времена, когда, Господь, мы видим, что-то получается, люди принимают, то, что Ты положил нам на сердце, это исполняется в нашей жизни, в жизни наших близких и родных. Но, Господь, мы также видим, что то, что иногда мы хотим, никак не получается, потому что есть люди, которым это не нравится. И они не хотят, чтобы это осуществилось. Господи, и нас подмывает сразу восстать против, восстать и начать хаять, унижать, воевать с такими людьми. Но, Боже мой, Ты учишь, потихонечку учишь через Слово Свое, через жизнь апостола Павла, как можно воспринимать то, что происходит в жизни, как воспринимать противление, как осознать, что это может быть благом для меня, от чего она охраняет меня, почему Ты допускаешь этих противников в мою жизнь. Господь Бог мой, мы так легко поддаемся превозношениям, гордыне, зазнайству. Так легко начинаем думать и мнить о себе что-то великое.
Но, Господь, Ты знаешь о этой слабости, и Ты желаешь сохранить нас от этого. И Ты, Господь, применяешь любые способы, чтобы нас сохранить в церкви Своей, в Царстве Своем и в служении Твоем. И, Господь, я благодарю Тебя, что Ты показал на опыте Павла, как он осознал все происходящее, и как он услышал Тебя, и как он понял, для чего это в его жизни. И, Господь, я прошу, чтобы каждый из нас в своем служении, в своих действиях, когда встретится с противлением, каким бы оно ни было, Господь, дай нам это осознание. Дай нам посмотреть, как это противление благотворно может повлиять на нас. От чего оно может нас сохранить и уберечь. Мы в этом нуждаемся, Господь. Во имя Иисуса Христа благослови нас. Благослови нас, Господь. Не смотреть поверхностно, посмотреть чуть дальше, чуть глубже. Помолиться, увидеть, Господь, Твою руку во всем. Во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Благослови, Господь, каждого, кто здесь находится. У кого сейчас проблемы, кто испытывает проблему в чем-то, в своей работе, в бизнесе, и что-то мешает, Господь, продвижению. Пускай, Господь, каждый увидит, почему ты что-то притормаживаешь, от чего ты охраняешь, что ты не допускаешь. Пускай это не будет просто простой взгляд на то, что вот силы зла восстали на меня. Но, Господь, за этим стоишь Ты, и Ты от чего-то ограждаешь, что-то не допускаешь в нашей жизни. Господь, дай нам посмотреть на эту сторону во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за это. Спасибо Тебе за Твое чудесное ведение нас. Ты ведешь нас. И мы хотим слушаться Тебя, принимать, Господь, то, что Ты допускаешь в нашей жизни. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Будьте благословенны. Слава Богу, слава Богу, Богу слава. Давайте воздадим славу Богу нашему. Ему слава во веки веков. И сейчас будет призыв. Мощный призыв будет. Со множеством противлений. Но этот призыв надо принять. И Надежда, по-моему, сейчас объявит этот призыв, я так чувствую. Да. Садитесь пока. Лето проходит, и опять начинается учебный процесс. И очень бы хотелось, чтобы наши дети, которых стало еще больше, слава Богу за них, потому что это наше наследие, это наши подарочки, да, от Господа. Поэтому мы нуждаемся в учителях воскресной школы, потому что действительно иногда бывает, что не хватает, а чтобы учителя не каждое воскресенье вели уроки, да, потому что учителям тоже нужно восполняться. Потому что если мы не восполняемся, мы к концу года мы просто уже начинаем задыхаться, и мы понимаем, что мы отдаем, а наполниться, конечно, мы дома молимся, конечно, мы смотрим проповеди, но это не то. То есть нам хочется и побыть вместе с вами в едином духе и в зале. Поэтому нам нужно хотя бы пока на первое время 2 учителя. Когда я молилась сзади на прославлении, Господь мне показал на одного человека. А когда я подошла к Елене Бендерской, она говорит, я тоже думаю о ней. И когда я подошла к этому человеку, она сказала «да». Слава Богу. Это Настя Королева. Оказалось, что она еще и училась на детского служителя. Это вообще для нас подарок, да? Поэтому Господь уже показал одного нам учителя. Но остается вакансия, кто будет поздравлять с днем рождения. Это уже с 1 сентября, пожалуйста, есть вакансия, кто хочет благословлять людей, у кого дни рождения. Потому что она уйдет с этого служения, она будет с нами. И еще бы, конечно, нам одного учителя, потому что
детей много, и поэтому мы их разделили, вчера вот вечером собирались, разделили на 3 группы. Это одна подростковая группа будет, и старшая, и младшая. Ну, конечно же, еще будут малыши, но малыши пока будут с мамами. Вот, поэтому у нас 3 группы, где нужны хотя бы по 2 учителя. Хотя бы по 2 учителя. Поэтому еще одна вакансия учителя есть. Поэтому если у кого-то есть на сердце послужить для Господа, послужить для наследия, то, пожалуйста, милости просим. Мы всегда готовы открыть двери, готовы принять. И если даже что-то вы не умеете, мы научим, не переживайте. Так что слава Богу за Настю, которая уже согласилась. Слава Богу, потому что это действительно мы веряем детей. Поэтому нам хочется, чтобы дети научились, познали. И следующее объявление: с понедельника по пятницу с 3 до 6 часов вечера каждый день на Вежвинской церкви будет площадка для детей. 100 рублей в день. Это немного. Это чисто на чаепитие, чтобы попить чай. Да, с 22 по 26. Очень интересная программа. Программа Вежве, первая Емвальская, по-моему. Нет, не в строителе. До заправки, вот прямо в Вежву, когда заезжаешь, Емваль 1, что ли, называется. Да, первая линия, 3-й дом, точно. Там очень хорошая программа, и эту программу мы уже разрабатывали вместе с учителями Ежвинской церкви. И, слава Богу, опять дали мне там послужить, я просто рада. Вот. И там интересное путешествие будет. То есть дети будут узнавать каждый день, будет очень насыщенно, пусть эти 3 часа, но это насыщенно, что, например, первый день они будут рассказывать про Бангладеш, будут делать поделки, будут рассказывать, что Господь их тоже любит, да, то есть будут рассказывать об этом народе, какие обычаи, что они едят, да. Вот. И второй день это будет, по-моему, ну там, я не помню по очередности, Африка, Израиль. И, конечно же, мне северные малые народы, очень хочется про них рассказать еще, да. Вот, поэтому... Ну, как бы миссионерского направления получается, потому что Бог любит не только в Коми, и не только русских, и не только тех, которые проживают в Коми. Бог любит всю землю, на всей земле, как мы находимся, да. И Бог дал землю для того, чтобы для нас, чтобы мы насыщали. Здесь будет встреча. Вы хотите быть учителем воскресной школы? Учителем воскресной школы хотите быть? Учителем воскресной школы хотите быть? Очень хорошо. Мы можем после служения, после того, как попьем чай, мы можем с вами встретиться и пообщаться. Вот. У кого есть призыв, пожалуйста, можете вместе с Еленой, вместе со мной пообщаться и обговорить эти ситуации. Мы даже не говорим, что если у вас есть очень много работы, и мы даже не говорим, что если у вас только время есть, например, на полгода, мы даже на полгода согласны, чтобы вы к нам пришли и помогли нам, и послужили. То есть это, думаю, что это великое поручение для нас, которым мы можем, не выходя из здания, послужить. Вот. Помогите нам, пожалуйста, потому что мы очень нуждаемся. В прошлом году было очень тяжело, потому что почти мы с Еленой, когда-то нас, конечно, меняли там раз в месяц, может быть, но почти каждое воскресенье мы вели сами, и это истощает нас. То есть мысли не дает. А когда новые люди приходят, у них новые мысли, новые видения, новые какие-то движения. То есть это детям тоже нравится. Поэтому милости просим. Аллилуйя. Господь да благословит тех, которые сейчас вот слышат побуждение. Господь да сделает вас смелыми в том, чтобы сделать шаг, к тому, чтобы посвятить себя служению. Это касается, кстати, не только сестер, но и братьев тоже, в том числе. Это важно. Поэтому смело, друзья мои.
Это важно, мы понимаем эту важность. Или даже до конца, может, даже не осознаем эту важность, я так думаю. Иначе все мы бы сказали «я, я, я». И нам бы говорили «нет, нет, нет, а ты иди сюда». Слава Богу за Настю, что слышит также и согласилась на это служение. Господь да воздаст и благословит вас. Аминь. Кстати, кто хочет взять на себя служение поздравления, пообщайтесь с Настей, как это они делают, как у них это получается, какие условия, и тоже возьмите на себя это служение. Аминь. А чего мы не поздравили? Это моя ошибка. Ой, я проехал эту остановку. Настя, поздравляем? Ты не знала. Давай благословим Дмитрия. Пожалуйста, выходи, Дима. А тебя благословение достигнет тебя. Видишь, ты еще не так давно в церкви, поэтому еще не записан в книгу жизни. Откуда черпают знания, у кого, когда, какой день рождения. Сколько лет? 44, 2 четверки. Ну, нормально. 2 стульчика. Домино играет. Аллилуйя. Помолимся, давайте, церковь, благословим брата Дмитрия. Есть какое-то особенное желание, мечтание, просьба к Богу? Все есть, да? А по служению, что бы хотел, куда бы хотел? Размышляем. Ну, помолимся об этом. Отец наш Небесный, услышь нас, и Ты слышишь нас. Приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, Господь, с такой хорошей миссией. Благословляем брата Дмитрия, Господь, в честь его дня рождения, которое было на этой неделе. Господь, Бог мой, спасибо Тебе, что он в церкви. Спасибо Тебе, что он в Твоем царстве. Спасибо Тебе, что Ты его Господь, и Ты его Отец, и Ты его самый близкий, который может быть. Спасибо Тебе, Господь, что Ты знаешь малейшая мысль, которая рождается в его сердце, Ты знаешь, потому что она приходит от Тебя. И Ты, Господь, знаешь, к чему она приведет. Благослови, Господь, Дмитрия во всех делах, в работе, в семье, Господь. И покажи ему то служение, которому Ты его готовишь, призываешь, Господь, во имя Иисуса Христа. Пускай он цели поставит большие перед собой. Во имя Твое, Господь, мы благословляем сейчас Дмитрия, я, Господь, благодарен Тебе за Дмитрия, за то, что Господь, Бог мой, он может быть помощником и в церкви, и в семье, Господь, в супруге, и в работе, Боже мой, во всяком месте. На него можно опереться, на него можно положиться. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аминь. Господь благословит. Кужнем да буршут. Слава Богу, Господь нас благословляет, благословим и мы друг друга, и пожелаем всего-всего доброго, и здоровья, и благословений, и всех благ. Будьте благословенны на этой предстоящей неделе. Аминь.